Что на НРТ, с вами снова Генрих Немчинов, этноблогер. Приехал из Республики Коми в Москву на фестиваль национальных литератур. Приехали втроем с делегацией из Республики Коми, с работниками журнала «Елога». Мы будем тут выступать, рассказывать про тенденции коми языка, про то, как мы медиа работаем в Республике Коми, как развиваем коми язык. И познакомимся с другими людьми, с других национальностей. Вот тут стоят, например, якуты, из Ямала приехали и еще из других хороших регионов нашей республики. Будет интересно, смотрите Ставбурса. Вот приехал наш автобус, второй. Сюда и сядем, будем ехать по Москве. Вот в автобусе люди собрались, есть люди из Дагестана, из Осетии, они между собой общаются, разговаривают, знакомятся и обсуждают языки. Какое слово, например, как произносится. И это всегда интересно наблюдать. Вот как круто. Едем по Москве, разглядываем. Проезжаем Дом культуры имени Баумана. Получается старое село, там где вот как раз бабушка сидит. И за ней, короче, за спиной, ближе к нам получается. Познакомились с настоящим ценителем своей родины из Дагестана. И он уже позвал нас в гости. Вот и, друзья, мы приехали на Красную площадь. Там наш знакомый Кирилл Сафронов раздает всем бейджи. Видел он? Вижу, Генрих. Николаев. Вот тут стоят шатры Республики России. Я как понимаю, тут каждый представитель из своей республики продает литературу, сувениры из своей родины. А Республики Коми нет. Можно спросить, это получается на издательство разделили или какие-то подтемы книг? Ну, вот то, что написано. Павильон, это детская литература, шатер, есть детские издательства. Там нон-фикшн есть, там еще что-то нон-фикшн. То есть вот молодая мама, например, пешком история, это все издательство, да? Вы посмотрите, какой крутой дизайн книги, детской книги, маски и их истории называется. Дизайнер прикольно придумал, нарисовал, оформили. Мне вот понравилось. Круто. Очень классно. Вы только посмотрите, сколько тут шатров. О, Дроздов. Вот один шатер, раз, два шатер, три шатер. Там еще за этим 4. И людей сколько, все хотят читать, покупают книги, развиваются. Начался мастер-класс, говорим по-лешсонски. Приехала писательница из Архангельска и разговаривает. Конский район вдоль и поперек, побывав во всех деревнях и не по одному разу, конечно, общаясь с земляками, записывая за ними на диктофон, ручкой, а дома потом все записи обрабатывала. И в итоге в книгу вошло более 4800 слов и выражений, употребляемых лишуконскими людьми, лишуконцами в быту. Вот снимают рекламу для книги. Да, и это оказалось наши земляки из Газпрома, работники Газпрома из Ухты приехали, снимают рекламу книги про безопасные путешествия. Нашлось время погулять около храма Василия Блаженного. Посмотрите, как будто он вылеплен из пластилина, либо выпечен как пряник, пряничный такой. Я бы съел этот храм. Добрались до ресторана 60, 242 метра, 62 этаж. Вся Москва видна, небо над нами. Вот такой большой тарелкой принесли мороженое, а это называется пудинг. Там люди. Деловой центр. Когда поднимались к ресторану, мы остановились тут, чтобы посмотреть на Москву. Оставалось еще 2 этажа до ресторана, и я тут забыл штатив. Работники 60 специально по камерам пробили, кто забыл, и мне на ресепшене в ресторане отдали этот штатив. Ценю. На улице вышло солнце, стало светлее, на сердце радостнее. Мы снова на Красной площади, скоро будет наше выступление. Отчего так
заманчиво, что QR-коды сделаны разными цветами. Хоть не банально. Привет, дорогие друзья, меня зовут Генри. Я тиктокер, этноблогер, на ютубе снимаю, есть тиктокер. В тиктоке у меня около 10 тысяч подписчиков, и хэштег Генри Климчинов набрал около 5 миллионов просмотров. А на ютубе около 4 тысяч. А поужинали мы в индийском ресторане. И тут реально собрались вот народ из Индии и вместе с нами едят, делятся своей национальной едой, национальной кухней. И вправду вкусное заведение, Беви кафе называется, метро Беляева. Захотите приехать, приезжайте, кушайте на здоровье. На этом, дорогие друзья, выпуск мне пора завершать. Спасибо, что вы смотрели. С вами был, как всегда, веселый этноблогер Генри Климчинов. Смотрите мои ролики дальше, будет еще интереснее.